Уполномоченным по правам человека и Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия проведена социально-благотворительная акция «Путь к дому» для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а именно для лиц без определенного места жительства и работы, которые ведут асоциальный образ жизни, в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Приняли участие в проведении акции более 50 человек из различных ведомств и организаций. За день к специалистам обратилось 75 граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке. На месте им была оказана помощь по трудоустройству, по медицинскому освидетельствованию на предмет выявления открытых форм туберкулеза, ВИЧ-инфекций и других заболеваний, а также по размещению на временное проживание и в Центр социальной адаптации. Для обратившихся граждан было организовано горячее питание. К нам обратились более 70 граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И практически более 45 сегодня смогли получить и пройти флюорографическое обследование. Из них у одного выявлен туберкулез, у троих выявлены признаки заболевания туберкулезом. И один, который уже состоит на учете, его уже, в общем-то, дальше предложили ему, и он уже согласился на дальнейшее лечение. Следующее по документам. 5 оформлены временные удостоверения. И сейчас у нас вот как раз в палатке под навесом находится гражданин, который по временному удостоверению смог уже получить свою пенсию. И он сейчас собирается в Терях, и мы его обязательно туда увезем. То есть, если на сегодня есть люди, которым негде ночевать, около 20 сегодня граждан изъявили желание поехать в Терек. 3 забрала общественная организация «Алмаз», где они пройдут первичную медицинскую, социальную реабилитацию. И при их желании, при их согласии общественная организация организовала трудовую коммуну в Кобяйском районе, в Орлахском наследии, поедут туда работать. Но это преимущественно мужчины. По вопросам восстановления паспорта обратилось 28 человек. 7 разъяснен порядок получения паспорта. 3 человека получили временное удостоверение. 1 человек сдал документ на оформление паспорта. Проведены беседы психологов с 13 гражданами для выявления желающих получить помощь. Проходит акция «Путь к дому», и мы в ней участвуем. И сейчас вот хотим забрать одного человека, который попал в трудную жизненную ситуацию. Мужик, пенсионер, ему 57 лет и хороший специалист, по его рассказам. Сейчас с ним поговорили. Вообще нормальный человек из социального статуса. Но он оказался без жилья. И ему мы хотим помочь. Он к нам обратился, и сейчас его мы заберем. Сколько времени вообще у вас люди проживают? У нас рассчитана программа, год. 6 месяцев ресоциализации, это проходит в Кобяйском улусе, село Орлах, и 6 месяцев социальной реабилитации. Это в городе все происходит. Работают психологи, социальные работники, документы восстанавливаем, трудоустраиваем. Но у нас своя программа реабилитации. У нас не такой зашел переночевал и ушел. У нас конкретно занимаемся реабилитацией людей. Он мне помог, что взял, так как мне жить негде. Ага, а как случилось так, что вы остались без жилья? Потому что все умерли. У меня документы все на месте. А, документы все да, есть? Да, паспорт, все есть. Я весь документ. Просто сложно устроиться на работу? Или что? И жить негде, да? Работа нужна ему с проживанием. Работа с проживанием? Да, потому что мне жить негде. Я не хочу ходить под забором валяться. Я не бич. Человек я добросовестный, трудяга. Вообще как
Терапевты осмотрели 25 человек. 2 гражданам сделаны перевязки инфекционных ран. 1 гражданин госпитализирован с открытой инфекционной раной в затылочной части головы и верхней губы. Врач-нарколог принял 23 человека. 5 из них направлены в наркологию. Флюорографию прошли 46 человек. Выявлены 6 человек. 2 человека с открытой формой туберкулеза и 4 человека с неспецифическими заболеваниями органов грудной клетки. Все доставлены в медучреждение на специализированном транспорте. Самое печальное, что удерживать или лечить насильно больных туберкулезом можно только по решению суда. Очень большой контингент нераспознанных больных туберкулезом. Дело в том, что федеральный закон 77 о предупреждении туберкулеза в Российской Федерации предусматривает лечение больных активным туберкулезом. Но здесь нет механизма госпитализации. Люди, попавшиеся в трудную ситуацию, они, значит, не имеют прописки, не имеют документов. И вот даже зафиксированные потенциальные люди из группы риска представят для нас трудности в последующем обследовании. На ВИЧ анализы методом экспресс-тестирования сдали 25 человек. У всех обследуемых результаты отрицательные. То есть среди этой категории лиц ВИЧ-инфекции у нас не обнаружено. Гепатит С у нас очень актуальная проблема в нашей республике. Распространенность этой инфекции тоже не меньше, чем ВИЧ-инфекция, а в ряде случаев даже, я могу сказать, и больше. И, конечно, хотелось бы, чтобы, в общем-то, как-то и финансирование выделялось на решение и этой проблемы. В центр Терех направлены и оформлены 13 человек. Из них 10 человек без документов. После восстановления документов предусматривается консультация в пенсионном фонде для оформления пенсии. 1 гражданин желает трудоустроиться. 1 гражданин желает пройти реабилитацию в наркологическом диспансере. Акция для тех, кто до сих пор не нашел свой путь домой, и сегодня они могут восстановить свои документы, трудоустроиться и пройти медицинское обследование, а также получить горячее питание от ресторанного холдинга Александра Скрипина. Когда человеку даешь работу, даешь ему койку для жилья, даешь ему пропитание, а он потом возвращается опять на свой вид жизни, ему там больше нравится. Поэтому здесь и нужно, чтобы человек где-то подсказать с духовной точки зрения, что человек не потерял образ. Потому что он же не живет не только для того, чтобы пропитать себя, а для того, чтобы не потерять человеческий образ. Для этого мы и существуем, чтобы ему напомнить о том, что человек создан не только для того, чтобы здесь жить в этом мире, а для высших целей. 13 человек приглашены на прием по вопросам трудоустройства к специалисту Центра занятости. Без очереди. Им будут предложены работы, такие как дворник, рабочий, разнорабочий, строитель, плотник. Городской администрации Якутска даны направления на трудоустройство 22 граждан. 5 человек в день акции были направлены в МУП-жилкомсервис для ознакомления с видами работ и приглашены в дальнейшем на трудоустройство. 5 человек приглашены на трудоустройство при содействии управы Октябрьского округа. От сумы до тюрьмы не зарекайся. Дошедшая до наших дней народная мудрость в широком смысле выражает ту мысль, что ни один человек не застрахован от неожиданных ударов судьбы и знать не знает, какая беда с ним сегодня здоровым и благополучным может приключиться завтра. После освобождения, с лагерного освобождения, приехал сюда, квартиру продали, я остался нигде. Вот теперь такой вот живу. Сколько лет это уже? Это уже 8 лет. Проведенная в рамках акции работа должна быть продолжена. Данной категории лиц нужны такие акции. Хоть какая-то надежда стать на путь нормальной, благополучной и счастливой жизни. Главное наладить взаимосвязь всех служб, ответственных за помощь этим лицам. И на законодательном уровне нужны изменения. Такая работа должна проводиться в обязательном порядке, а не по заявительному принципу. Общественными организациями, когда проводили такую работу организационную, предварительное общение, они тоже изъявили желание. И причем сегодня надо сказать, что подошли все. Поэтому я сегодня выражаю через средства массовой информации огромную благодарность руководителям, лидерам общественных организаций «Пенуэл», «Линия жизни», «Алмаз» за неравнодушное отношение к гражданам,
за неравнодушие, за их сердечное, именно человеческое отношение к судьбам людей. И мы это увидели. Как мы уже сказали в начале, за помощью обратилось 75 человек. А сколько их таких по городу Якутску, его пригороду и в районах? Учет ведется настолько, насколько это возможно, силами МВД и УФСИН. Но точное количество вряд ли кто-то сможет сказать. А учет должен быть. Только в рамках акции из 43 проанкетированных выявлено 26 человек, бывших заключенных за преступления. А по статистике, каждое 4-е преступление в нашей республике совершается этой категорией граждан. А скоро их ряды могут помножиться в разы. 3 июля этого года вступил в законную силу федеральный закон номер 186 о кратном зачете сроков содержания под стражей. По данный федеральный закон на территории Республики Саха-Якутия подпадает свыше 400 осужденных. Дышать одним воздухом с больным туберкулезом и концентрировать столь большой процент лиц без определенного места жительства и бывших заключенных в нашем городе то же самое, что сидеть на пороховой бочке. И у нас все-таки граждане одни. Республика Саха-Якутия как субъект Российской Федерации одна, поэтому полагаем, что не только учет должен быть и в городе Якутске, но и по другим районам, поскольку в разных, вообще во всех районах существует такая категория граждан. Поэтому понятное дело, что сейчас мы планируем выйти на глав муниципальных районов, ставить им проблему и тоже проанализировать, насколько их позиция сегодня, как они видят решение этих проблем. Поскольку у нас те лица, которые будут высвобождаться из мест лишения свободы, понятно, что они не только будут в городе Якутске оседать. Эта проблема, она появится и появляется уже в муниципальных районах нашей республики. Следующий момент, это, надо сказать, это по принятию, вообще по комплексному подходу к решению вопросов и по принятию отдельного правового акта, который бы установил вообще вот эту систему работы. Потому что если нет единого комплексного нормативного документа, говорить о цельном видении, о системе взаимоотношений достаточно сложно. Как правило, нормативно-правовой акт как регулятор, способ достижения цели и решения задач сегодня позволяет через, к примеру, постановление правительства Республики Саха-Якутия и позволило бы скажем так, достичь результатов. Это и ведь общественные организации озвучивали предложение принять программы, разработать отдельные механизмы. И как результат правительство Республики Саха-Якутия могло бы рассмотреть возможность принятия отдельного постановления правительства Республики Саха-Якутия. Итоги акции показали, что безопасность горожан находится под угрозой. И решить эту проблему можно только объединившись и усовершенствовав правовые акты хотя бы на региональном уровне.